ибо с Галилеи прийде Мессия, ті ж не сказано у Писанні, що Мессия прийде з роду Давида, із містечка Вифлеєма, адкуль быў Давид. І вось адбылася за яго спрэчка ў народзе. Некаторыя з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не ўсклаў на яго рукі. Вярнуліся слугі да першасвятароў і фарысеяў, а тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі яшчэ ніхто не гаварыў так, як гэты чалавек». Фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Можа, паверыў у яго хто з кіраўнікоў або з фарысеяў?» Але гэты натоўп, які не ведае закону, пракляты. Тады Нікадэм, які быў адным з іх, прыходзіў да Езуса раней, сказаў ім: «Ці наш закон асуджае чалавека, пакуль не выслухаюць яго і не даведаюцца, што ён робіць?» На гэта адказалі яму: «Можа, і ты з Галілеі? Даследуй і ўбачыш, што з Галілеі не паўстаў прарок». І разышліся кожны да свайго дому. Гэта слова Пана. Присядьте на минутку. Похваленный Иисус Христос. Я вот так думаю, что, наверное, по-белорусски будет тяжеловато детям воспринять то, что буду говорить. Да? Да. И знаете, почему так скажу? Сегодня, как и договаривались и планировали, что сегодня служба для детей и конференция для детей. И я на самом деле очень рад, потому что среди нас, взрослых, присутствуют эксперты, которые лучше нас разбираются в том, как быть перед Богом в правде и как себя вести достойно. Как бы мы, взрослые, этому не противились. Потому что нам кажется, что дети ничего не умеют, их надо учить, им нужно обращать внимание на все. А часто не замечаем, что через их уста говорит к нам Господь Бог и обращает внимание на самые простые вещи, которые мы, взрослые, почему-то забыли. Сейчас я приглашаю вот этих экспертов, маленьких, к тому, чтобы вместе со мной постарались для взрослых что-то открыть. Вот так скажу. Потому что, знаете, как ни крути, а всегда детская конференция, детская служба, детская проповедь больше относится к взрослым. Взрослые слушают и думают: вот так хорошо, детки все отвечают, все понимают, а я, как взрослый, делаю что-нибудь для этого или нет? И сегодня немножко поговорю с вами, милые мои эксперты, поспрашиваю и постараемся вместе прийти к какому-то результату. Попрошу не поднимать руки, не бояться, а смело отвечать на вопросы. Даже если будет ответ неправильный, двойки ставить я не буду, и колы тоже не буду, что-нибудь такое. Ну и наказания никакого не будет. Мы здесь собрались не для того, чтобы я проверял экзамен, делал вам какой-то, а для того, чтобы что-то понять и открыть для себя. Начнем с самого простого, наверное, с того, что хорошо было бы делать каждое воскресенье на каждой службе. Про что сегодня было Евангелие? Только что ксенц Павел читал нам, про что мы сегодня слушали Божье Слово. Не стесняйтесь, ответьте. Даже если будет неправильно, будет показателем, слушали мы «да». Вот жалко, что не слышно. Про Иисуса уже хороший ответ, да. Это неудивительно, потому что все Евангелие, которое мы читаем, оно про Иисуса. Да, все правильно, видите, все получается. Скажите, пожалуйста, а про что было первое чтение? Про что? Про Бога. Ну, логично, тоже хорошо. Почему я вас об этом спрашиваю? Почему пытаюсь узнать? Потому что интересно, слушали ли мы то, что сегодня Господь Бог нам хочет сказать. Нам, маленьким.
Так вам, дети милые мои, открою секрет, что Господь Бог на всех на нас смотрит, как на детей, на маленьких. И взрослых, и сильно взрослых, и ксензов, которые там корчат из себя, что мы сильно много чего знаем. Одинаково Господь Бог на нас на всех смотрит, как на детей, потому что мы Его дети. Сегодня в Евангелии очень интересный момент был. Стояли люди вокруг Иисуса и спорили, кто Он такой. Одни говорят, что Он пророк, другие говорили, что Он Мессия, третьи говорили, что Он еще кто-то. А заканчивается Евангелие осуждением. Фарисеи, книжники осуждают тех слуг, которые отправили, почему вы его не привели. И эти слуги отвечают, что никакой человек еще с такой силой не говорил. Не встречали мы еще такой науки. Они говорят, ну и что? Во всей своей взрослости, во всем своем образовании не увидели того, что Бог им хочет сказать. Именно поэтому всегда спрашиваю, например, у своих прихожан, то я так время от времени спрашиваю, а про что было сегодня Евангелие? А про что было чтение? Для чего? Для того, чтобы узнать, слушаем ли мы то, что Бог хочет нам сказать. И сегодня, знаете, мы такое интересное время переживаем. Кстати, какое? Что сейчас? 21 век. Интересное время, да. А если так чуть-чуть поуже взять? Вот эти 3 дня последних, вот Великий пост, да, тоже хорошо подсказывает мне, и реколлекции. Вот, видите, как у вас легко получается отвечать на мои вопросы? Не стесняйтесь. Реколлекции. Что это за такое интересное время? Почему они бывают 2 раза в году? Наука о Боге. Реколлекции, да, тоже сходится, но еще наука о Боге – это катехеза, наука о Боге – это теология, наука о Боге – это все, что с Богом связано. Что-нибудь, вот что такое, что есть в реколлекциях, чего нет вообще ни в какое другое время года? Другой ксенз приезжает. Ну да, тоже правда. Но у вас, я это говорил еще вчера, что в вашей парафии здесь, в Пинске, немножко повеселее, чем в других, у вас больше ксензов. То с семинарии кто-то придет, то ксенз-бискуп придет, то новый ксенз просто приедет для каких-то там дел своих, и тут вы его можете увидеть. А так на реколлекции, да, всегда приезжает другой ксенз. Почему другой? Почему не может ксенз Пробач, который всегда здесь на месте, провести реколлекции? Как вы думаете? Ну, почему? Вот ксенз Павел уже умеет тоже говорить, умеет молиться. Может, то, что будет интереснее. Да, я вам скажу точно, что это так. Не зря приглашают всегда другого священника. Почему? Потому что вы к ксензу Павла уже привыкли. Вы знаете, что он будет спокойно говорить. Вы знаете, что обратит внимание на то и на то. А другой ксенз приедет, и хотя бы интересно, что же этот уже нам расскажет. А еще как приедет какой-нибудь там, который выглядит чуть по-другому, хоть можно посмотреть на бороду, например. Если сильно попросите, могу дать потрогать, уже после службы. Почему так? Потому что другой ксенз, который приезжает, он не знает и не привык к тем людям, которых встречает. И может спокойно и смело сказать то, на что, например, ксенз Павел не смог бы обратить внимание, потому что не сильно культурно. Мне можно. Я вам могу сказать все, что угодно, и я уеду. Вы меня не догоните. И уже потом ксенз Павел будет разбираться, что я там вам наговорил. И знаете, реколлекции, которые бывают 2 раза в год, перед какими-то важными событиями. Перед какими? Перед Пасхой. Это сейчас у нас происходит, а 2 раз в год? Перед Рождеством. Правильно. Зачем? Костел 2 раза в год перед самыми большими праздниками делает вот такие штуки, реколлекции. Наука о Боге, момент, когда приезжает кто-то другой, хочет сказать что-то дельное. Зачем это все? Чтобы подготовить к праздникам. Правильные ответы. Видите, как у нас все хорошо с вами получается? Подготовка. Знаете, когда был в вашем возрасте, было мне там несколько лет, не знаю, 8-10, я был уверен, что подготовка к праздникам – это уборка. Потому что меня заставляли дома пылесосить. Это было мое задание, и я не сильно любил праздники. Праздники-то я любил, не сильно любил к ним готовиться.
потому что нужно было все пылесосить, все убирать. Еще у меня была такая небольшая, вам поделюсь по секрету, расскажу, небольшая проблемка, я не любил порядок. У меня в шкафу, например, было так, что все лежит красиво и дверь закрыта. Но если дверь открываешь, то выпадает, и вот это я сегодня одену, что само выпало. И мама меня заставляла всегда, особенно перед праздниками, наводить порядок. И я, пока не вырос, не сильно понимал, зачем это. Ну что и так нормально, я и так знаю, что там лежит. Да, моя любимая майка там 4-я сзади. Ну, я могу ее достать. А мама постоянно говорила, надо, чтобы был порядок. И знаете, костел, он как мама. Он беспокоится за нас, за детей, и взрослых, и не очень взрослых. Напоминает, что надо было бы навести порядок, но только не дома, а в душе. То, что важнее, чем порядок в доме. И на реколлекциях всегда говорится о том, что надо было бы посмотреть, как моя душа выглядит, все ли там в порядке. Еще, раз это праздники большие, которые перед нами, надо было бы посмотреть, есть ли у меня какой-то подарок для Христа. Знаете, я когда всегда готовимся к каким-то праздникам, всегда думаю, что какой-нибудь подарочек мне перепадет. Я вот очень хочу. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто хотел бы на Пасху получить подарок. Я тоже хочу, конечно. Вообще 2 подарка должно быть тогда. Какой подарок вы хотели бы? Можно даже так вот сказать смело и вслух. Конфету. Маленький подарок для Пасхи. Праздник-то большой, но и подарок должен быть большой. PlayStation 5. Хороший. Машина. Мячик. Но ничего, такой список. Вы, родители, запоминайте. Запоминайте. Знаете, почему заговорил про подарки? Потому что самый большой подарок, который дороже, чем PlayStation 5, чем машина, чем мячик, даже самый крутой, это вечная жизнь, которую мы уже получили. И знаете, этот подарок напоминает нам, и мы вспоминаем о нем каждый раз, когда в костел приходим. В любой костел в мире, когда зайдем, на стенах костела всегда увидим одинаковые образы, одинаковые иконки. Их 14 штук. В любом костеле. Новый он или старый. В Беларуси он или в Китае находится. Это Дорога Крыжова. Крестный путь. 14 иконок разных, которые нам напоминают про тот подарок, который Христос нам уже подарил. Жизнь вечная. И напоминает про цену этого подарка. Мы можем себе, скажем так, позволить дорогой подарок, который бы стоил, $100, $200. А от Христа получили подарок, который стоит жизнь. Жизнь не меняется, это не меряется деньгами. Бог нам подарил вечную жизнь ценой жизни своей. За нас отдал свою жизнь. И получив такой подарок, хорошо было бы что-нибудь Богу отдать взамен. Мы, когда получаем подарки, всегда говорим спасибо, очень приятно, а иногда дарим подарки сами. Какой подарок мы можем Господу Богу дать, раз праздник Пасхи, раз мы готовимся, что мы можем Ему подарить? Молитва. Хорошо, давайте перечисляем больше, потому что за один подарок вечная жизнь молитвы чуть маловато, надо, чтобы было много подарков. Исповедь. Хорошо. Любовь. Вера. Надежда. Хорошо. Счастье. Знаете, такие подарки, которые сложно увидеть. Вот любовь, вера и надежда. И как мы это можем Богу дать? Что? Добрые учинки. Отлично. Говори. Я не услышал, прости, пожалуйста. Делать добро другому. Вот это подарок, который мы можем увидеть. Знаете, что вам скажу? Все вот эти наши перечисленные штуки, мы думаем, что это, скажем так, Богу нужно. И это, с одной стороны, правильно, а с другой не сильно. То, что мы молимся, то, что мы приходим в костел, то, что мы исповедуемся, это все хорошо, но это не делает Бога более всемогущим.
не делает его более любящим, потому что он и так всемогущий. Он и так нас любит, он и так есть любовью. Эти подарки больше нужны нам. Мы, если молимся, то получаем, скажем так, вроде бы даем подарок Богу, вроде бы делаем какое-то добро другому человеку, вроде верим, вроде молимся, вроде исповедуемся, и вроде бы это считается нашим даром Господу Богу, а на самом деле это подарок опять же нам. Нам нужно молиться, нам нужно быть в костеле, нам нужно делать добро, чтобы не стать черствыми и злыми. И знаете, праздники, которые переживаем, особенно сейчас, праздник Пасхи, к которой готовимся, это праздник, в котором мы радуемся и взамен Богу дать на самом деле ничего не можем. Мы никак не выкупим свою жизнь. Мы никак не заработаем себе прощение грехов. Ну никак. Мы приходим к исповеди, называем грехи свои, и не слышим от ксенза, что ты за свои грехи должен отработать 10 часов там, на грядках, должен заплатить такой-то штраф, и тогда тебе будет это прощено. Нет. Мы приходим к исповеди, называем грехи и слышим из уст священника: тебе простил Господь Бог. Бесплатно. И может поэтому мы каждый год собираемся в храме, готовимся и в семье, и в костеле, и прежде всего в душе, чтобы в этом празднике поучаствовать, его пережить и опять, скажем так, приблизиться к Господу Богу настолько, насколько это возможно нам. И знаете, реколлекции, которые проходят 2 раза в год, они повторяются каждый год. Каждый год. Сколько бы мы ни прожили, кто-то уже может сказать: я там прожил 70 лет, и у меня 70 реколлекций было, кто-то может сказать: у меня 8 только за всю свою жизнь. Почему они повторяются? Потому что мы забываем, что значит быть Богу благодарными. Очень легко забываем. Вспомните, пожалуйста, свои самые-самые дорогие подарки, которые у вас были. Какой? Я не услышал, прости, пожалуйста. Аж за столько. И что мы ими пользуемся через год, через 2? Есть и есть. Может, еще и сломается нечаянно. И поэтому костел, как мама наша, раз за разом, год за годом нам напоминает, что этот подарок, который мы получили, он бесценен. Нельзя к нему относиться как, не знаю, пусть... Я помню свой самый такой чудесный подарок, который был счастлив. Мне подарили телефон. Это было давно-давно, когда-то он еще был с кнопками, но цветной. И я думал, вот это, конечно, счастье. Я буду с ним ходить и буду радоваться. Прошло 2 года, этот телефон стал ничего не стоить. И мне захотелось новый, еще больший, более производительный. А толку от такого подарка? Потому что я к нему привык, и он прошел. А день Пасхи, день, когда вспоминаем ту цену, которая была за нас заплачена, за нашу жизнь, и день, когда мы получаем вечную жизнь, он не теряет ценности. Знаете, костел существует уже почти 2000 лет. И 2000 лет, год за годом, мы вспоминаем, что этот подарок не потерял своей ценности. Мы хотим еще раз и еще раз насладиться тем, что от Бога получаем. И знаете, сейчас уже, так скажем, завершая, говорили про то, что нужно подготовиться. Говорили про то, что нужна молитва, и это будет хорошим подарком Иисусу Христу. Говорили про то, что нужна исповедь. Нужно прибраться, скажем так, в своей душе и сделать добро, попросить прощения у того, кого обидел, исправить там, где накосячил. Мы про это поговорили, а сейчас наступает время это сделать. Знаете, это, наверное, лучший подарок Господу Богу на Пасху, когда я прихожу и говорю: Боже, моя душа сейчас чистая, я постарался приготовить в ней для Тебя место. Вас могу только пригласить. Знаете, я не ваша мама, не ваш папа, и я не могу заставить, не могу за руку вас отвести куда-то, заставить что-то сделать. Могу только пригласить к этому. И вас приглашаю. Этот период, который перед нами, до Пасхи сколько осталось? 4 апреля Пасха. 2 недели. 2 недели перед нами.
Я вас приглашаю эти 2 недели прожить максимально правильно. Ни одного дня не забыть про утреннюю и вечернюю молитву, не пропустить ни одной святой мши в воскресенье или праздники, не прогулять ни одного урока, не забыть про катехезу, не забыть про помощь по дому, не забыть попросить прощения у своих одноклассников, учителей, родителей. Попробуйте вот этот период, который перед нами, прожить так, чтобы не было стыдно, чтобы я мог прийти на Пасху в костел и сказать: Боже, вот что я тебе могу дать. Единственное – это моя чистая душа. Больше ничего не могу тебе предоставить. Если у вас это получится, значит, вы реколлекции и весь Великий пост пережили правильно. Если про это забыли, значит, будет следующий год над чем подумать.